Мир вам, братья и сестры. Сегодня вот хотел поговорить про ножны, то что вот часто сейчас в последнее время ножны мне заказывают. И, в общем, показать, что вот делаю два вида ножен. Это вот на дорогой вариант, а это вот на дешевый. На недорогой, вернее. Значит, чем они отличаются? И те, и другие, то есть они вот полностью из можжевельника сделаны. Из двух половинок и обтянуты бычьим хвостом, без клея все это дело. И вот подвес, он вокруг, получается, ножен. Раньше я другого типа ножны делал. Сейчас уже такие не делаю, которые... Раньше тут просто кожа была, а сейчас дерево, то есть рукоятку вот эту, часть ножен, устья ножен называется, которая рукоять обхватывает, она тоже из дерева сделана, получается. Так намного прочнее, лучше и надежнее. Это классический иглы. Вот, чем отличается от дорогого варианта, это тем, что сейчас покажу. Вот, тут видно, да, сразу, что он, допустим, если так вот сравнить, сюда вот шел гораздо тоньше ствол дерева, а сюда потолще. Почему? Потому что здесь это отверстие нужно было делать. Обычно я делаю подвес больше здесь, и он вокруг тоже вот так вот проходит, а потом выходит сюда вот. Это здесь пока временно этот стоит подвес. Вот, эти ножны будут дороже стоить. Вот, тоже из двух половинок, устья ножен тоже целиком деревянная. И те, и другие ножны из можжевельника. Клинок всегда приятно пахнет. Все время получается обеззаражен. Везде отверстия. Это вот даже вот, показывал дома, вернее, пробовал один раз. Когда на огонь дуешь, вот таким вот образом с этого сопла получается очень сильный поддув, почти как горн маленький. То есть, если, думаю, там человек 5 соберется и будут в эти ножны дуть, то можно будет клинок отковать. В общем, такое вот дело, да, вот про ножны вроде объяснил. Значит, недорогой вариант и дорогой вариант. Здесь тоже отверстие, это для вентиляции клинка, в общем-то. Обтянуто все бычьим хвостом растительного дубления. Подвес тоже все из хвоста, то есть цельное кольцо, кожа растительного дубления без швов. В общем, всего доброго, до свидания.